Всем привет. Проснулся. 4 часа 10 минут сейчас. Время. На улице -4. Немножко хоть подморозило. В избушке тепло. Сейчас печку посмотрим, что там осталось в печи. Тулан уже тут. Ну Тулан, ну. Да. Подморозило хоть чуть-чуть. Вижу, жар идет, но дыма нету, она погасла печка. Но избушка так тепло, так хорошо. 2 раза вставал. Можно было и 1 раз вставать, но я так сплю, что просыпаюсь. Вставал, подкидываю полено 2 и все. С утра ветрено. Я, ребят, мешкать не стану. Сейчас с утра, если здесь подморозило, может, займусь избушкой. Где-то часик поработаю. И поедем с утра, сразу поедем. Потому что днем этот снег просто кашей превращается. И не хочу я здесь застрять, сами понимаете. Так что, Туланов, спать. Не прицеливайся. Тула. Отмечает, блин. Короче говоря, сейчас посмотрим печку там в каком состоянии. Подкинуть дрова. Подогреть чай. Чайник. Погасло все. Да нет, это же супер печка, ё-моё. Это у меня супер печка. Все хорошо. Просто подкинуть дрова, и он загорится моментально. Просто быстро загорится. Угольки есть еще там. Вот. Выпил 2 стакана чая. Ну, вроде подморозило. Да, нормально. Так. Да, хорошо. Да, подморозило. Смотри как. Днем вчера вообще везде кругом проваливался. Вот мои следы. Даже здесь вот старая бураница не выдерживала следы. Так, ну что, какая у меня задача? Задача проста. Надо мне вот это бревно передвинуть отсюда и где-то на золотую середину найти и спилить мне чурку. Поставить на вот это нижнее бревно, вот это на верхнее от избушки поставить, как вот здесь сделано, только попроще сделаю, без ласточкиного хвоста, который здесь что-то пытал сделать с бензопилой Урал, еще этот дом строился, а здесь я просто вот подровняю это бревно чуть-чуть, тык-тык-тык, туда чурку поставим и это бревно на чурку, также клином буду потом уже как же этот называется, птица, черный дятел. Вот, и, в общем, у меня есть на данный момент где-то до 9 утра все работы вот здесь возле избы до 9 утра я должен сделать. В 9 утра уже дернем отсюда. Быстро-быстро. Вот такой я с утра. Опухший, наверное, как всегда. Короче, вчера вечером позвонил домой. С Викторовной, с женой поговорил. Она к речке сходила. И возле моста, говорит, уже все течением бьет. Там рано открывается возле моста. Там течение большое. Все, говорит, открыто. Мужики смотрят. Вот-вот, говорит, уже. Лед становится опасным. Но с утра хорошо. Как сказать, подмораживает. Но и вчера ветра не было совсем. Сегодня гудит. Сегодня ветром будет таять. А завтра уже дожди обещают. Так что удачный поход у нас. Это будем считать. Потому что
Я не ожидал, что у меня это произойдет, это случится, что я смогу сюда еще приехать. И вот мы уже как бы здесь столько дел наделали. Дрова заготовили, вот, пожалуйста. Целый ряд дров там. И здесь еще. С этим бревном, если я сегодня разберусь, это полдела уже сделано. Там уже фронтон, это я весной приеду, там доски прибью, чтобы вот пухлый снег туда не попадал. От дождя, в принципе, ничего страшного, но от пухляка, снега надо чуть-чуть закрыть. Вот, ладно, болтаю, надо работать, что-то делать. Я думал, этот сани примерзли, нет, нормально. Нормально. Тоже ништяк. Все хорошо. Вот это я испилю. Мон, ладно. Так, будем работать. Надо делать дело.
Ну вот. Здесь, короче, прям отлично сел. Именно с клином сделал. Потому что, ну, в одиночку не очень-то удобно. Сейчас еще затянуло капитально. Пока пусть тут так будет. И если сейчас посмотреть с другой стороны, понятное дело, тут сантиметра даже почти 5 ниже от досок. Но я сейчас сидит нет там. Сейчас залезь вон туда. Смогу ли я? Опачки. Вот. Вот так вот. И сюда сейчас, ребят, я вот тут прям на доску попал. Ну и хрен с ним, пускай. Вот сюда еще второе полено добавлю. Ну и как все закончу, там туда придется еще доску прибить. Но это уже, как сказать, после всех работ. Это нормально. Так. Сюда мне надо чурку сейчас поставлю. Не буду уже ничего снимать. Конец работы я вам покажу. А там хорошо сидит. Прямо отлично все. Все четко. Как задумывал, так и получилось. Вот бревно. Пол бревна распилил. Теперь немножко можно уже сделать итоги, что я сделал работу. В общем, первое бревно хорошо стоит, все четко. Это бревно тоже идеал получился, просто идеально. Сейчас вот смотрите, раз, два, три, четыре. Здесь вот посмотрите, все симметрично ли, я не знаю, одинаковые толщины, как будто бревна. С другой стороны, конечно, с северной стороны там все по-другому. Сейчас тоже покажу вам. Вот это фронтон. Не буду сейчас закрывать. Я подожду до весеннего похода. Может, что-нибудь придется мне еще исправить. Но просто идеально все встал на свои места. Теперь уже все выдержит. Думаю, один слой доски у меня будет. Так. Инструменты. Эту плаху тоже тут оставлю, чурку тоже. Может, как сказать, когда буду забывать все это, они пригодятся. Пускай пока тут будут. Эту доску уберу, дверь закрою. Здесь, ну, подниматься уже не стану. В принципе, вот как все это сделано. Вот. Также чурка и клин. Именно клин. С клином можно еще, если где-то что-то
забить, приподнять еще возможно. Так что пускай так все будет. От трубы безопасно на расстоянии. Все классно. Блин, так четко получилось. Там, конечно, мне пришлось еще попотеть. Под этим бревном там еще у меня вторая дощечка была. Бля, еле-еле я оттуда дернул. Как бы бревно мне надо сдвинуть еще в ту сторону было. И вот эта доска мешает. Вот я там лежал, ковырялся. Ну, в общем, справился. Все нормально. Ну и с этой стороны также сейчас покажу. С этой стороны вот как все выглядит. Это здесь получается конец бревна. Ну, вершинка. Вам так кажется, что он очень тонкий. Но и с возрастом понимаешь, что надо сделать сразу потолще. Но у меня материала ничего не было. Что под рукой было, вот из того и сделал. Сейчас вот как бы укрепил. И это уже, считай, на долгие годы. Вот это все, наверное, так пока оставлю. Весной, как приеду, знаете, как еще сделаю? Вот это бревно у меня вот отсюда как бы висит. Вот, как бы висит. И снегом может все равно придавить. Столько тонн там веса на крыше от снега. Все равно будет гнуть вот это бревно. И для усилия сейчас это и делать не стану. Вот здесь бревно. И вон тут бревно. Вот. Ну как это? Ну это не бревно, но все равно. Я прибью вот такую какую-нибудь доску, под этим будет идти. Все равно поддержка, наверное, какая-то будет. Примерно вот такую доску. Ну, 50-ку. Или оттуда можно даже, там даже 30-ка есть. Чуть-чуть будет поддерживать. Понятное дело, у меня не так красиво все получается, но мне все устраивает. Мне все устраивает. Не устраивает то, что когда осенью здесь протекало, и сейчас я не знаю, отсюда видно, не видно. К сожалению, отсюда не видно, но когда туда заходил, там в том углу рубероид уже все полностью порвано. И вот сейчас дожди начнутся, там с этого угла будет течь. Будет течь. Вот эти доски еще, в принципе, крепкие. Но это, может, крайнюю доску уберу, а вот вторая доска, третья доска, они хорошие. Их я так и оставлю. Вот это верхний слой, все на замену. Он вообще труха. Так, полностью я выкину отсюда. Вот это все разберем. Этот верхний слой шифер уберем. И смотрите, сколько мха там. Вот. Не знаю, почему, от чего образуется все это. Вот, от старости. Ну, шифер, это послевоенных времен. До этого изба была, которую я показывал в другом месте. Старая изба. Вот, в общем, эту избу, когда разбирали, вот этот стройматериал оттуда перетащил я сюда. Крыша, вот как ни крути, вот та сторона, ну, чтобы вот ту сторону приподнять, столько работы надо сделать. Там фронтоз с восточной стороны, все надо разбирать. Нет, это оставим. Я еще говорю, больше 20 лет прослужил, и так дальше будет стоять. Лучше на красоту не смотреть, что вот в интернете показывают, все четко, классно делают. Зато по таежному это как бы таежная жизнь. Смотрите, все. Вот все сгнило. Вот поэтому и я хочу этим в этом году заниматься ремонтом. Потому что все труха. Здесь уже тоже текло. Но оно где-то что-то я подкладывал осенью. Потому что все течет. Сейчас весенние, летние дожди начнутся. И пока комаров не будет, надо вот... Ну, знаете, может даже, когда большая вода будет, тогда и приехать. Потому что в прошлом году я ждал, когда вот снег растает, земля немножко растает, чтобы вот нижние венцы менять. В прошлом году видели работу, какую я сделал? Кто не посмотрел, в плейлистах есть.
ремонт второй избы. Посмотрите, как-то я трудился. А в этом году, в принципе, река откроется и на лодку уже можно приехать. Потому что, если погода позволяет, работать ничего не мешает. Там залез на крышу и можно там уже разбирать, стелить. Так что это вариант. Не надо дождаться там июня или еще что там. В принципе, будем над этим думать. Может, пораньше и приеду. Пока прохладно, пока вот это все. Да. Посмотрим. Так что, ребят, не отписывайтесь, а следите за дальнейшими видео, что будет происходить. Одну чурку я, короче, чуть покороче у меня получилось, когда спилил. Пришлось вторую чурку, ну, на 1,5 сантиметра подлиннее спилить. Вот тулан снова куда-то ушел. Уже, между прочим, долго ходит. Я уже бревно там поменял, ой, как сказать, стойку поменял, поставил. Новые все. А его нету. Он на речку ушел. Он где-то на реке. Вот вчера также перед рыбалкой он ушел. Я его не дождался. А сейчас я буду его ждать. Ну и потихоньку буду уже убираться. И будем ехать уже, выезжать отсюда. Выезжать будем. Поедем в сторону первой избы. Пока нас держит, я еще где-то погуляю на мотособаке. Погоняем. Так что, ладно, сейчас я собираюсь. Завтракать надо. Уборка территории. Все это дело. И в путь. Тулан еще не пришел. Ему грею тоже вчерашнюю кашу и остатки супа ему налью. Мне не хочется есть. В общем, потихоньку собираюсь. Может, тарелку супа тоже съем еще. О. Хлеба еще осталось. Кашу тоже возьму. Так. Сало тоже. Может, по пути будет есть. В общем, собираюсь. Такая суета сейчас утренняя. Уборка, сборка. Так. Сборка. Опилки, конечно, сейчас. Доработаешь с опилками, все беда, блин. Ну вот и завтрак. Время 6 часов 24 минуты. 6 часов 24 минуты. 15 апреля сегодня. 6 часов 24. Встал я 4 часа. Ну, за 2 часа. Ну, где-то час, наверное, больше часа возился с бревном, потом так, пинаю время. Тулан пока не пришел. Не знаю, где он. Хорошо, что я вчера рыбу не пожарил. Суп не могу доесть. Хотел еще рыбу, думал, пожарить. Надо кастрюлю поменьше. У меня, наверное, в амбаре есть или нету. Надо еще 1,5-литровую кастрюлю или 2-литровую
привезти. Это для общего пользования кастрюлю оставил. Вот здесь у меня всегда в избе. Надо еще котелок такой 2-литровый для себя. Все, конечно, я не оставляю в избе, там, всю посуду. В первую очередь чайник оставляю. Котелок. Любой, кто придет, мог бы сварить там что-то, чай, суп, еду. А чтобы вот все условия на 100%, как сказать, комфортно, чтобы для других это я делать не стану. Там сковороду, там постельное, все остальное, это уже, извините. Раньше в каждой избе были эти, ой, как же, лосиные шкуры в каждой избе. Потому что штатных охотников много было, везде охотились, везде шкуры. А сейчас нет, сейчас везде матрасы, поролоны. У меня даже вот 2-ярусный матрас. Вот так. Вот. Аппетита вообще нету. Но как будто отхочется. Но вот. В общем, все жидкое я буду есть. Картошку оставлю, это все тулан вылью. И съест, не съест потом. Если нет, так вылью сойки докушают. А что-то соек и нету вообще. Не видел еще. Очень много их. Солнце встает. Хотел еще заречье. Все-таки хочется, тянет. Но вот думаю, не стоит. Не буду рисковать. Не стоит этих свеч как бы съездить. Хотелось вам показать больше. Покататься по интересным местам, показать вам, зрителям. Там большие болота, вот это все. Если пересекать эти болота, там уже гусятники, наверное, подготовились к весенней охоте, вот эти места вот показать. Но не в этом году. Потому что сейчас уже такой момент, что в любой момент может все это давление, погода изменится, и снег не будет держать, ты просто в капкан попадешь. И если какая-то поломка будет, если вдруг, техника есть техника. Любая поломка, и ты просто, я обратно пойду домой. А уже за техникой, уже, может, завтра дожди будут, уже и на буране не подъехать. Давайте вот это все оставим на будущий год. Если все получится в будущем году, пораньше, как первый нас будет. Вот в этом году не получилось. Нас был, но у меня вот как сказать, не смог я выехать. И давайте вот в будущем году, если все это... Год быстро летит. Смотришь, там уже лето прошло, осень, зима, и опять нас. Вот дождемся до следующего года, и в следующем году больше покатаемся на Альбатросе. Вот именно на Альбатросе мне самому интересно ездить. На буране так не поедешь или на снегоходе. Конечно, он быстрее едет, возможностей больше тоже, но как этот Альбатрос едет, где ты проедешь, там никакой снегоход не проедет, никакой. Везде вообще щели можно заехать, проехать, какие ручьи, там всякие горки, бугорки, там застрянешь, там быстро откинул и дальше поехал. Вот такой мотособака. Хорошая штука. Ой, не зря я купил, ребят. Такая возможность с ним. По катушке, по насту, по неглубокому снегу, по рекам, по озерам. Просто великолепная техника. И это не реклама. Это вообще не реклама. Думаю, что мне на рекламу дали, там писали. Нет, конечно же. Мне вот хотелось. Присматривался долго уже, и вот увидел вот этого именно. Я после покупки вот Альбатроса увидел еще
другие виды. Оказывается, производителей, оказывается-то много. После альбатроса я увидел еще Нева, еще какой-то другие там названия, наверное, штук 4 производителя точно еще есть. На этом мне все устраивает. Вот такие дела. Все, я дождусь сейчас Тулана и выезжаем. Просто его нету. Не спеша буду завтракать. И поедем на первую избу. В сторону первой избы. Наверное, там самый безопасный будет для меня переход через речку. Здесь, где я ехал вчера, я просто физически не смогу переехать. Там все уже затопило, наверное, сегодня. И там моста нету. Так что один шанс у меня через первую избу проехать. А там видно будет. Все буду снимать, показывать. Вот так. А сейчас ждем Тулана. Все. Я завтракаю. Сейчас, ребят, историю расскажу. Короче, я ем, пью, жду Тулана. Вот выхожу так на улицу, слушаю, где он кого гоняет. В ту сторону посмотрю, там слушаю, вот здесь слушаю. Потом развернулся, ребята, в эту сторону слушать. Вон он, наш потеряшка. Я его думал, он охотник, где-то бродит. Он просто, оказывается, лежит в будке. Тулан, я тебя потерял. А ты спишь тут, оказывается? Он, оказывается, ребят, в будке лежит. Сейчас я ему вынесу, пусть поест. И соберем. Сейчас смотрите, как светит уже солнце. Солнце вон, ох, как высоко уже. Надо быстро отсюда газку. Сейчас посмотрим температура. Солнце еще не попадает, но уже 0. Минус 4 было, уже 0. Скоро будет плюсовая. Бля, пол кастрюли у него. Лок! Тула! А! Локоли! Локоли! Локот, йод. Давай, еще ем. Ешь и поехали. Давай, еще. Аппетита, не скажу, не очень. Так, тряпка это масло вчера утерял. Еще, давай. Ешь. Ну что съест, а остальное вылью куда-нибудь. В общем, вот такая история. Он, оказывается, это я сразу в печку. Я думал, он где-то бродит. А он, оказывается, ребят, дома был. Ну и отлично. Все, чай попью и собираемся.